Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационная программа «Время». В студии Амина Зухурова с самыми важными новостями на сегодня. В Душанбе состоялось заседание исполнительного комитета Народно-демократической партии Таджикистана, на котором были подведены итоги деятельности партии за 2025 год. В работе заседания приняло участие руководство исполнительного комитета партии, а также представители министерств, депутатского корпуса и активисты. Подробности в нашем сюжете. Партии Таджикистана в городе Душанбе Абдурахим Шохиюн. В своем отчете он отметил, что на сегодняшний день в столице объединено 104 928 членов партии, организованных в 1112 первичных партийных организациях. В 2025 году в ряды Народно-демократической партии Таджикистана вступило 21 736 граждан, а также было создано 72 новые первичные партийные организации. В ходе обсуждения участники акцентировали внимание на важности активного участия партийцев в мероприятиях, посвященных 35-летию государственной независимости Таджикистана. Они также отметили, что члены партии инициируют новые проекты по строительству и благоустройству, внося тем самым вклад в процветание Родины. На заседании присутствовали первый заместитель председателя Народно-демократической партии Таджикистана, заместитель председателя города Душанбе, руководители ряда министерств и ведомств, а также члены фракции Народно-демократической партии Таджикистана в Маджлисе Намаяндагон и Маджлисе Милли, представители Академии наук Таджикистана, члены исполнительного комитета Народно-демократической партии Таджикистана в столице, депутаты городских и районных советов, руководители первичных партийных организаций, члены представительства молодежной организации Сузандагуни Ватан и активисты партии. Участники обсудили послание президента Республики Таджикистан к Маджлисе Оли, подчеркнув его стратегическую значимость для внутренней и внешней политики страны. Также обсуждая деятельность исполнительного комитета Народно-демократической партии Таджикистана в области повышения политической и культурной грамотности молодежи, участники обратили внимание на необходимость эффективного использования социальных сетей. Также была рассмотрена работа депутатов городских и районных советов по развитию инфраструктуры и повышению правовой грамотности женщин. Год 2025 был признан памятным для партийцев столицы. Деятельность исполнительного комитета была оценена как удовлетворительная в реализации уставных и программных целей партии. Участники также подчеркнули, что Народно-демократическая партия Таджикистана под руководством лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, сыграла важную роль в восстановлении стабильности и единства в стране после гражданской войны. Также участники отмечали, что 3 апреля прошлого года, 2025 год, был объявлен годом укрепления внутрипартийной работы в городе Душанбе. И в рамках данной инициативы будет проведен городской конкурс по номинациям «Активный первичный исполком», «Активная первичная организация», «Инициативный депутат», «Заслуженный работник», «Опытный журналист», результаты которого будут подведены на следующем заседании исполнительного комитета партии. И в завершении мероприятия некоторым активистам были вручены благодарственные письма и юбилейные медали Народно-демократической партии Таджикистана за их вклад в развитие партии и общества. По инициативе Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан прошла культурно-просветительское мероприятие, посвященное 1050-летию Робии Бальхи, одной из самых ярких и влиятельных фигур таджикско-персидской литературы. В Душанбе состоялось литературно-культурное мероприятие, посвященное 1050-летию первой таджикской поэтессы с диваном Робии Балхи. Инициатором выступил Комитет по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан. В программе показ национальной одежды из коллекции молодой дизайнерки Нафисы Имрановой, а также выступления экспертов и общественных деятелей. Организаторы подчеркивают цель акции – укрепление национальной культуры, возрождение народных ремесел и сохранение духовных ценностей. В мероприятии приняли участие представители руководства комитета, активные женщины, дизайнеры и специалисты. Особое внимание было уделено международному признанию юбилея Робии Балхи. В ноябре 2025 года на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО празднование ее 1050-летия включено в список юбилейных дат на 2026-2027 годы.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем послании парламенту отметил, что это решение стало ярким свидетельством значимости духовного и культурного наследия таджиков в мировой цивилизации. Робия Балхи вошла в историю как первая женщина-поэтесса таджикско-персидской литературы, чьи глубокие и вселенские стихи поставили ее в один ряд с Рудаки, Фирдавси и другими классиками. В истории Таджикистана женщины всегда играли важную роль, от легендарной Гурдофарид до Томирис и Рухшоны, оставив яркий след в культурной и общественной жизни. В Душанбе прошел День открытых дверей колледжа информатики и компьютерной инженерии. Участниками мероприятия стали учащиеся средних учебных заведений Душанбе и районов республиканского подчинения. Будущие абитуриенты ознакомились с условиями обучения, образовательными программами и возможностями колледжа. Следующий репортаж по данному поводу. В этот день Душанбинский колледж информатики и компьютерной инженерии посетили десятки учащихся средних общеобразовательных учреждений столицы и районов республиканского подчинения. Представители колледжа тепло приветствовали будущих абитуриентов и вручили им информационные и рекламные материалы, включая газету колледжа и тематические брошюры. В ходе встречи ответственные сотрудники подробно рассказали школьникам о деятельности учебного заведения, направлениях и специальностях, материально-технической базе, условиях обучения, а также о студенческой жизни колледжа. В рамках презентации было отмечено, что сегодня в колледже информатики и компьютерной инженерии обучаются около 1400 студентов со всех регионов страны. Согласно плану приема на 2026-2027 учебные годы на 2 уровнях обучения предусмотрен набор до 1000 студентов. Также было подчеркнуто, что в настоящее время в колледже функционирует 3 факультета и 7 кафедр, где опытные преподаватели ведут подготовку специалистов по 18 направлениям. Следует отметить, что прием абитуриентов в Душанбинский колледж информатики и компьютерной инженерии осуществляется на основе оценок за 9 и 11 классы через Национальный центр тестирования при президенте Республики Таджикистан. Образовательный процесс организован по кредитной системе и предусматривает очную и заочную форму обучения. В этот день преподаватели колледжа также ознакомили гостей с учебными аудиториями, компьютерными и языковыми классами, а также спортивно-культурными залами. В завершении встречи было отмечено, что успешное будущее во многом зависит от правильного выбора профессии. Участников мероприятия призвали стремиться к знаниям, осваивать современные технологии, изучать естественные науки и иностранные языки, проявлять патриотизм и национальную гордость. Было подчеркнуто, что Душанбинский колледж информатики и компьютерной инженерии является конкурентоспособным учебным заведением и создает все необходимые условия для подготовки специалистов, востребованных и в современном рынке труда. В государственном образовательном учреждении гимназия имени Асадулла Уломова района Исмоили-Сомони города Душанбе с 24 по 31 января 2026 года прошла неделя английского языка. Мероприятие было организовано в рамках реализации государственной программы повышения качества образования и изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан до 2030 года. Его целью стало повышение уровня знаний учеников по иностранным языкам и совершенствование профессиональных навыков преподавателей. Подробности смотрите далее. С 24 по 31 января 2026 года в гимназии имени Асадулла Гуломова района Исмаили-Самани города Душанбе прошла неделя английского языка, в которой активно участвовали ученики. Церемония закрытия недели началась с выступления гостей, которые подчеркнули, что изучение иностранных языков, особенно английского, является одним из важных факторов интеллектуального развития учащихся и их подготовки к мировой конкуренции. Также была особо отмечена роль преподавателей в реализации государственной политики в сфере образования и повышения качества обучения. В мероприятии приняли участие руководство гимназий, учителя и ученики, а также были представлены культурные программы. Ученики демонстрировали свои навыки и таланты через чтение стихов на английском языке, постановку сценок и воспитательные представления, что было встречено горячими аплодисментами. В течение недели преподаватели английского языка провели ряд открытых уроков, учебных кружков, викторин, конкурсов и предметную олимпиаду, где ученики показали свои знания и умения. Олимпиада продолжалась на протяжении всей недели, и ученики
ученики с высокой соревновательной энергией боролись за призовые места. На церемонии закрытия недели английского языка были подведены итоги недельной работы, а наиболее активные ученики, победители Олимпиады, были награждены медалями и дипломами. Руководство учреждения высоко оценило такие инициативы, отметив, что проведение предметных недель способствует развитию языковых навыков, самосознания и творческих способностей учащихся. Проведение недели английского языка в гимназии стало важным шагом в реализации государственных программ и укреплении качества образования, создав благоприятные условия для достижения целей в сфере образования. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом. Всего доброго.